А вы по-русски Здравствуйте, можете? уважаемые, Да, спасибо. да, по-русски. Да. Здравствуйте, уважаемые участники платформы онлайн-университет. Мы рады приветствовать вас на очередном вебинаре, посвященном жизни и творчеству выдающегося писателя не только Кыргызстана, но и всего мира Чингиза Айтматова. Лаборатория онлайн-университета «Литература, язык и культура» рада приветствовать вас на очередном вебинаре, посвященный творчеству и жизни Чингиза Айтматова «Вселенная Айтматова Имра Траут Гучке». Наш первый вебинар был организован 10 июня этого года, в День памяти Чингиза Айтматова. На сегодняшнем вебинаре знаменитый литератор, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской республики Османакун Ибраимов будет вести беседу с литератором и журналистом из Германии Ирмтраут Гучке. Нашу гость будет представлять сам Османакун Ибраимов. Османакун Ибраимов, как вы знаете, является автором книг «Айтматов. Последний писатель империи» и «Чингиз Айтматов», опубликованные в России в серии «ЖЗЛ. Жизнь знаменитых личностей». Тогда слово предоставляется Османакуну Ибраимову. Ағай, микрофоныңыз студиян. Я всех вас приветствую, дорогие друзья, дорогие участники. И, конечно, прежде всего хочу я сердечно приветствовать нашу гостью или участницу нашей беседы, нашего вебинара. Это очень важный, очень дорогой для Кыргызстана человек. Это Ирмтраут Гучке. Она очень хорошо знала Айтматова, но много о нем писала и сейчас пишет. Вот за это мы должны ее благодарить, за то, что она как бы хранит верность Айтматову, его, так сказать, его имени, его произведениям, его творчеству. Но я должен сказать, что Ирма, она славистка по образованию, она с самого начала. Хорошо слышно, да? У меня отключается автоматически. Так, все слышно, да? Так, и Ирма, она славистка по своему университетскому образованию. Она очень хорошо знает русский язык, прекрасно говорит и прекрасно знает русскую литературу, русскую культуру, надо сказать. Но вот повезло, понимаете, всем нам, что именно в Европе имя Айтматова прозвучало так громко, понимаете, что это отозвалось, я бы сказал, такой десятикратным эффектом в Советском Союзе. В то время иметь как бы хорошее имя на Западе, это было очень большой редкостью. Но, конечно, на Западе знали многих советских писателей, конечно, особенно вот таких шестидесятников, как мы их называем, эпохи хрущевской оттепели, как Евтушенко или Вознесенский и других выдающихся, ну, сейчас мы можем сказать, великих людей того времени. Мы все воспитаны на их примерах, на их творчестве. И вот Айтматов, звезда Айтматова зажглась вдруг, знаете, именно в Европе, прежде всего во Франции. И это связано, как вы прекрасно знаете, с именем Луи Арагона. У Арагона была жена русскоговорящая Эльза Триоле. Вот мир так связан тесно, что Эльза Триоле была как с родственницей Лилия Брик. Лилия Брик – это Маяковский. Лилия Брик – это по каким-то другим, ну, если не прямым, то косвенным связям она связана кыргызской государственности Юсупом Абдрахмановым. Юсуп Абдрахманов был выдающийся человек. Он был, конечно, коммунист, большевик, но он
имел очень большую популярность в московских литературных кругах и так далее. И вот, понимаете, Луи Арагон написал прекрасное предисловие, он перевел, во-первых, на русский язык Джамилю, написал просто лучшую в мире рекламу, я бы сказал, потому что он сказал, что повесть Айтматова эту историю любви можно только сравнить с историей Ромео и Джульетты и Паоло Франческо. Ну, то есть он поставил рядом Айтматова, тогда еще малоизвестного кыргызского молодого писателя, с Шекспиром рядом, понимаете? Это была фантастическая реклама. И вот это все, к чему я говорю, что Айтматов прославился только в Советском Союзе после прекрасной такой напутственной статьи Мухтара Ауезова. Но его звезда зажглась так же быстро в Европе, и мы потом знаем, какая слава на него обрушилась. И вот сейчас вот перед нами, с нами разговаривает, участвует человек, литературовед, критик, литературный критик из Германии, Ирма. Я вот хочу спросить, я думаю, что это очень важный вопрос. Меня это всегда интересовало, как вот исследователя, как ученого. Почему именно, я понимаю, в России Айтматова, конечно, любят, но сейчас, правда, немножко жизнь изменилась, как бы история изменилась вот на наших глазах. Но тем не менее, понятно, что он на русском языке пишет, прекрасно пишет, и он признан классиком русской литературы. Но вот в Германии любовь к Айтмату меня всегда очень интересовала. Ирма, ты можешь объяснить вот этот феномен Айтматова? Немцы его любят. Скажи, пожалуйста, в чем тут причина? Что в Айтматова немецких читателей? А немецких читателей это не только Германия. Ну, когда-то была Восточная Германия, ГДР, как мы называли. Потом Швейцария, немецкоязычные это и в Швейцарии, это в Австрии, это большая нация, огромная нация немцы. Скажи, пожалуйста, почему такая любовь и почему феномен этот в немецкоязычном мире? Да. Сначала я хочу сказать, что как раз вашу совсем новую книгу я еще не знаю. Но в интернете я читала отрывки из биографии Айтматова, которую вы написали. И я должна сказать, что это вы с такой чуткостью относились к нему. И с таким знанием, по-моему, это самая лучшая книга о нем, которая написана. Потому что вы просто очень много знаете и были очень близким к ним. Ну, о Германии. Это сложный вопрос, потому что действительно это разные Германии. До сих пор это разные Германии. До сих пор. Хотя это единое государство, но между нами существуют разницы, потому что эти 40 лет германские демократические республики не прошли бесследно, и переход на Запад был действительно переломом. Я должна сказать, сначала я скажу о Восточной Германии. Мы ведь принадлежали к той же империи, как вы. И имели уже проблемы, которые немножко уже, ну, немножко не похожи, ну, немножко похожи. Но Восточная Германия, ГДР, находилась на западной границе империи. Это значит, что означало большую политическую осторожность правительства и в идеологическом плане, потому что у нас могли принимать телевидение из Запада. Это влияло очень сильно на людей. И вы знаете, что наша общественная система базировалась
на идеологии. Сейчас базируется только на экономии, идеология ни при чем. А тогда идеология играла важную роль, и поэтому у нас о многих проблемах постройки социализма не говорили, о многом молчали. И советские писатели, в первую очередь Айтматов, были более смелыми. И люди интересовались тем, вот они читали в его произведениях то, что их занимало тоже. Карьеризм, утопия, идеалы и потеря идеалов и так далее. Природа, вера, все это. Все эти социальные проблемы играли большую роль для читателей Восточной Германии. А для читателей Западной Германии было иначе. Фридрих Хитцер мне говорил тогда, что он советовал Айтматову. Он советовал Айтматову: ах, ты пиши о юртах и конях, о горах и степей. А вот как эти первые рассказы Айтматова, которые были полными экзотики для западных людей. И вот, а я ему говорил: а Фридрих, это твои западники, вот они хотят этого, а мои соотечественники хотят вот эти социальные проблемы. Да. Вот это, в этом разница была между двумя государствами. Конечно, тоже Швейцария и Австрия — это как Западная Германия, это та же система была. И теперь так, что, ну, в последние годы жизни Айтматова, когда Хитцер был еще жив, Хитцер заботился о том, чтобы он ездил по Западной Германии, что он там и выступал, и так далее. Он много делал для этого. А когда Хитцер умер, теперь положение такое, что на Западе его уже почти позабыли. А на Востоке нет. На Востоке вот люди говорят мне: вот Айтматов, это же моя биография, они мне говорят. Но это значит, люди уже пожилые, которые когда-то там в ГДРовские времена знали, читали его произведения. И эти произведения были таким, ну, люди хотели их купить. Не хватало бумаги тогда. Слишком тираж был большим, но все-таки еще не хватало. И вот люди друг от друга брали, в библиотеках брали, не все могли купить. И значит, все это, я даже не знаю слова теперь, мангель, что это, что-то не хватает, это еще больше дает ценность. Да? И вот поэтому люди читали его с такой надеждой, с надеждой. Даже теперь я понимаю, что Айтматов очень рано уже был разочарован в идее, в утопии. Уже рано у него была такая скорбь и боль. Да? Советского социализма, да? Да, именно. А мы тогда, это, может быть, читали, но не так воспринимали. Мы воспринимали, как будто он ведет нас в другой социализм, в будущее. Это вот с такой надеждой относились к нему, особенно в последние годы существования ГДР. Вот была такая надежда, вот как раз из Востока к нам приходит новое. Да? Но социализм, Ирма, социализм же, идея социализма, она же возникла на земле Германии. И не говорить о Марксе, не буду говорить о других великих философах, понимаете, которые мы изучали
в университете вдоль и поперек. Понимаете, мы все читали, и Фейербаха читали, Канта читали. Но это то, что было в прошлом. Я все-таки хочу обратиться к участникам. Дорогие участники, сегодня очень интересный такой вебинар. Я хочу благодарить Гульзаду, я хочу Элиру благодарить, я хочу. Давайте будем спрашивать. Не каждый день мы общаемся с Германией. В данном случае Ирма, она очень хорошо знала лично Айтматова. Кстати, она работала. Мы все знали, есть такая газета, самая, как «Правда» в Советском Союзе, газета «Neues Deutschland». И там она работала, вот в этой газете, это главная газета ГДР. Друзья, давайте спрашивать. Ну, у меня очень много профессиональных вопросов. Если я задам Гучке, Ирма долго будет говорить, и поэтому давайте спрашивать. Я обращаюсь ко всем участникам. Если есть вопрос, задавайте вопрос Ирме. А пока вы сформулируете свой вопрос, я хочу вот что сказать. Айтматов, конечно, это один из великих писателей 20 века. Но вот я все-таки хочу, знаешь, сказать вот о чем. Айтматов перед смертью, примерно год до своей кончины, он дает интервью газете, по-моему, Frankfurter Allgemeinen. Это газета, книга это написана, сейчас трудно мне это найти. Но знаешь, что он говорит? К слову империя хочу возвращаться. Айтмат вот что говорит. Меня очень сильно удивил, с другой стороны он убедил. Вот пусть подумают наши участники тоже. Он что говорит? Он говорит, что все-таки говорит, я считаю, что эти империи, ну не все, конечно, но некоторые из этих империй, которые были в истории человечества, они очень сильно все-таки помогли вот этим колонизированным или захваченным подконтрольным народам, сильно, говорит он, помогли. И, говорит, я считаю, говорит, что сам факт прихода Российской империи вот в современную Среднюю Азию, Центральную Азию, в том числе в Кыргызстан, это был, говорит, он там говорит, что это был фактом, безусловно, говорит, положительным. И так мы, говорит, оказались в орбите европейской цивилизации через русских, он говорит. И вот поэтому много ругает, говорит, я тоже очень часто критикую империи. Но вот посмотрите, говорит, что вот Афганистан, там попытались в Афганистане, значит, устроиться или там проконтролировать или захватить Афганистан англичане, они там недолго удержались. Потом, говорит, пришли советские наши, потом они не удержались, пришли американцы, не удержались. И вот посмотрите, Афганистан как был, так и остался, говорит, варварской страной. Вот эта варварская страна меня очень сильно потрясла, вот это определение Айтматова. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот Советская империя, ну, Советская империя, она была очень колоритная, очень интересная империя, я так считаю. Вот я, например, гражданин Кыргызстана, тогда Кыргызской СССР, я в Москве себя чувствовал абсолютно свободным, и я не чувствовал какое-то такое отношение. Вот так и все это было. И как ты думаешь, вот это факт того, что Айтматов был, во-первых, он советским писателем, я считаю, что он очень советский писатель, но советские писатели тоже были разные. И он себя считал, мне кажется, он не скажу, что гордился, но он очень, ему повезло, что он был гражданином или советским писателем, что за ним стояла вот эта великая империя, где, между прочим, цвет советская культура составляли вот это нацмены. Айтматов, например. В Грузии прекрасные были писатели, кинорежиссеры, ну, Нодар Думбадзе, понимаете, режиссеры. В
были прекрасные писатели Казахстана, с Узбекистана, то есть это были элита Советского Союза. Вот теперь я смотрю на Россию, я вижу, что Россия, я думаю, что русские не обидятся на меня, Россия, она очень сильно обеднела, это не та культура, которая была при эпохе Советского Союза. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, что Айтматов и Советская империя, вот этот вопрос, как тебе кажется, на твой взгляд, Айтматов и Советский Союз, их как бы взаимоотношения? Ты правильно говоришь, что Айтматов рано понял, понимаете, проблемы Советского Союза, утраченные иллюзии, и это все это занимает главное место в его произведениях, особенно после 70-х годов, да и вообще всегда. Как ты думаешь, скажи, пожалуйста, твое мнение об империи и его таком писателе знаменитом из нацменов, как Айтматов? Он, конечно, был советским писателем. Безусловно. И осознал себя как гражданин Советского Союза. И как гражданин мира, конечно. Да. И после независимости Кыргызстана, который, наверное, был не совсем добровольным, да, думаю, Ельцин просто не хотел. Но он, конечно... Нам повезло, Ирма, нам повезло. Ну, без хорошо. войны, без, как говорится, жертв мы стали независимой страной. Да. Не только нам, но всем бывшим советским 15 странам, республикам повезло, что мы стали свободными без кровопролития, знаете. Поэтому я лично почти обожаю Горбачева. Я Почти. обожаю Горбачева. Я считаю, это светлейший человек. Ну, русские его ругают, но там тоже многие, между прочим, понимают. Распад Союза был неизбежен. Да, пожалуйста, Ирма. Да, он, конечно, если, когда я его спрашивала об этом, так далее, как о распаде Советского Союза, он, конечно, очень дипломатически отвечал, обычно говорит, что очень полезно, что мы теперь независимые, что мы идем своим путем и так далее. Но распад Союза для него была трагедия. И не только для него. Для него он потерял просто свои связи в другие республики. Он не потерял не только Россию, но потерял и... читатели. Да, всюду. И вот и тогда вот этот перелом в социальной системе при Ельцине был трагическим. И это он понимал, что это большой кризис. И ну, в советские времена никому не пришло бы в голову признавать Айтматов не советским писателем в Германии. Конечно, и киргизским писателем. Это безусловно. Киргизский писатель и советский писатель. И империя ведь была великой державой. И кто может сказать? Можно сказать, что там все прошло не так и так далее. Можно сказать, но кто может сказать, как мир выглядел бы без этой империи? Мы ведь думали, после распада Советского Союза, после распада Варшавского договора и независимости всех других стран, которые раньше были под эгидой Москвы, мы думали, что мир будет больше спокойным, что там будет мир, потому что уже нет надобности бороться. Если двух систем больше нет, то, может быть, одна система, ну тогда зато будет мир. Но мы видим, что это было не совсем не так. Что конфликты разгорелись, и Айтматов это видел. Да. Это, по-моему, в начале 90-х. Он выступал в Мюнхене. Тогда вместе с Хитцером
большой зал в театре был полный тогда. И он сказал что-то загадочное тогда для меня. Он говорил о раскаянии. Я думала, раскаяние? Интересно, интересно. Зачем? За то, что он как раз был другом Горбачева или что. Теперь и он начинает сказать, что он не принадлежал к этому систему и так далее. Но я неправильно его поняла. Теперь я понимаю, что раскаяние может быть о том, что он как-то вместе с Горбачевым... Он сожалел, да? М? Ты думаешь, он сожалел о распаде Союза? Да. То есть он как бы он тоже имел к этому отношение, будучи другом Горбачева. Да. Это хочешь сказать, да? Да, это он хотел сказать. Но он это не сказал, не жаль распаду, потому что это было бы в Мюнхене, люди бы думали, ну что он такое говорит? И поэтому он так говорил. Многозначно. Ирма, Айтмат был очень честным человеком. Это удивительно честный человек. Я вот отмечал в своих статьях, в книгах своих отмечал вот такую особенность Айтматова. Это очень советская, я бы сказал, особенность. Он мог с больших трибун сказать, что у нас в Советском Союзе все хорошо, политика, хорошая политика и так далее. Он мог это говорить. Но как только он брал в руку ручку, и когда он начал писать, он не мог говорить то, что он говорил с трибун, и поэтому он писал правду. Правду, какую он понимает, и как он понимает всю эту, весь этот клубок проблем Советского Союза, он написал, как он его понимает. Поэтому вот ты мне говоришь удивительную вещь, что Айтматов... Я лично видел, когда вот распал Советский Союз, ну, я тогда был одним из руководителей Кыргызского Союза писателей Кыргызстана, и тогда все было совсем по-другому. И распался Союз. Ну, молодое поколение, я лично радовался. Я радовался, потому что я понимал, как и многие мои сверстники, я понимал, что ну просто ужасно мы устали, нечему научиться, нечего брать, все, ну, как старая квартира стала Советский Союз, и мы были рады, я был просто жутко был рад, и сейчас рад, я считаю, что это величайший день, я молю этот день, но Айтматов все-таки в своем последнем романе «Когда падает гора» он об этом написал. Я даже назвал один раз в своей статье, в одной из своих статей, «Когда падает гора» Айтматова, как своеобразный реквием по утерянной стране, по утраченному времени, как Марсель Пруст. И вот это, понимаете, Айтматов все-таки... С этим он и ушел, с этим чувством о распаде империи. Я как свидетель скажу вам, первое время Айтматов, во-первых, он был послом России в Люксембурге. И когда мы встречались, я не заметил на его лице радости. Я, как говорится, молодой был человек тогда, я прыгал, радовался и так далее, независимость и так далее. Но Айтматова я не видел этой радости. Он был скорее грустен, задумчив он был. И я понял, а потом мне показалось, что он не очень верит, что получится ли у нас независимое отдельное государство. И не только у нас, но и у соседей по Средней Азии. И все-таки я понял... когда прочитал последний роман, что он остался советским писателем, гражданином, не что гражданином, но человеком из Советского Союза. И этот роман, в своем романе, как ты это знаешь, он своего героя Арсена Саманчина, он, значит,
ну, писал и не мог видеть другого финала, как его такая гибель, понимаете, гибель. Ну, случайная, но тем не менее гибель. Это получилось у него, как у Франца Кафки в романе, значит, процесс, там героя, значит, убивают, и он чуть ли благодарит, что хорошо, добивай меня, говорит в романе «Процесс» герой. И вот Арсена Саманчина, гибель Арсена Саманчина, я считаю, была самой желанной смертью, потому что для него жизнь утратила смысл. Вот с такой мыслью, понимаете, как бы мне так кажется, ушел Айтматов из этой жизни. И я считаю, поэтому я назвал свою книгу «Айтматов. Последний писатель империи». Понимаете, он спел свою песню, его песня была как бы спета, и он ушел. Вот такие мысли. Теперь скажи, пожалуйста, Ирма, как ты думаешь, в Кыргызстане у нас открыли, по-моему, год назад открыли Академию Айтматова и Манаса. У меня были очень большие сомнения по названию, но тем не менее, вот идеи, вот это желание, я понимаю. Вот в Кыргызстане это все нормально, мы без Айтмата не можем жить, но вот в Европе, в Германии, как ты думаешь, будет ли какая-то возможность создать какой-то айтматовский какой-то, если нет центр, то айтматовский какой-то, я не знаю, айтматовский центр или какое-то место, где можно было бы дальше продолжать в Европе, продвигать в нынешней Европе айтмату. Как ты думаешь, это возможно, эта идея? Вообще она имеет как бы право на жизнь? Право на жизнь она имеет, конечно. Я уже давным-давно мечтаю об Айтматовском клубе, клуб Айтматова в Берлине. Но это, конечно, связано с большими трудностями. Не только материальными, место, финансирование и так далее, но и с тем, как привлекать людей, кого привлекать. В этом проблема. Я Академию Манаса Айтматов я знаю. Я даже, как и вы, являюсь членом этой академии. И я понимаю роль этой академии. И профессор Турсуналиев, Турсуналиев планирует создать такой сборник Айтматов литературоведения всего мира. Но мне кажется, что это очень сложно будет, если это в отношении Запада. Потому что уже такое положение, что я уже почти последняя птица, единственная здесь. Конечно, я работаю, я понимаю, что если привлекать литературоведов, то сначала надо искать читателей. Сначала надо иметь, он должен иметь какую-то популярность среди читателей. Это надо заново найти их. И это нелегко, потому что мы в рыночной экономии, книга утратила свою прежнюю роль. Он это все знал заранее. Он знал, он сказал, говорил, грустил, да, он знал. И он написал об этом в своем романе. И хотя вот издательство Unionsverlag в Цюрихе очень старается, все книги Айтматова доступны. Он не макулирует их. Они доступны, их можно купить и так далее. Он даже мы с ним решили с издательством издавать новую книжку, сборник
рассказы о животных с надеждой, чтобы привлекать еще других читателей, которого Айтматова еще не знают. Но пандемия, это было весной, и даже премьеры этой книги, публичной премьеры не было, потому что невозможно было таких мероприятий. И теперь уже начинается осенняя программа издательства, и уже книга лежит под кучей других изданий. Очень сложно держать интерес писателю больше, чем полгода. Здесь у нас издается такой ритм полгода, и обычно те издания, которые за полгода не продаются, многие издательства их макулируют просто. Это страшно, это коварство, это кошмар такой. Но с Айтматовым не так. Все там есть в продаже, можно купить. И они там очень стараются в Цюрихе. Но в Цюрихе это маленькое издательство. Они не имеют влияния на большие СМИ. Но, можно только бороться за это. И к тому же, раньше, как бы то ни странно, может быть, для вас всех слушателей, раньше Айтматов литературоведение, айтматоведение принадлежало к славистике. Это вот славистика. И славистика это были большие такие отделы в университетах. Во всех университетах были отделы славистики, чтобы обучать будущих учителей русского языка. Очень много, потому что русский язык был у нас обязательным в школах. И вот, хотя Айтматов киргизский писатель, его обучали в рамках славистики. Но теперь славистика уже иная, славистика уже больше Польша, вот Болгария, Польша, те государства, которые являются членами Западной империи. Это славистика. И русский язык уже такое имеет, так оттеснили. И Айтматов, где его найти в университетах? Наверное, только в туркологии. Но туркология — это маленькие отделы, которые занимаются языком, этнографией, историей и так далее. И поэтому он сидит между стульями в университетах. И я не знаю ни одного человека, нет, я знаю одну женщину, одну молодую женщину, которая из Вюрцбурга, это на Западе. Она пишет диссертацию о многонациональной советской литературе. Значит, она уже и занималась Айтматовым. Хотя диссертация о многонациональной советской литературе, знаешь, это просто, это странно, потому что это такая большая вещь. Уже это должно быть поверхностно, но это показывает, что это для них целина на Западе. Это для них целина. И я очень рада смелости профессора ее, что он принимал такую тему. Да. Вот и найти вот Айтматоведа во Франции, я не знаю, я как искала по интернету, никого не нашла. И, знаешь, Ирма, вот я хочу добавить, что вообще айтматовская судьба в Европе, его судьба, писательская судьба в Европе, она сложилась в самом начале очень счастливо. Ну, потом при его жизни, особенно в советские годы, конечно, он был достаточно известен на Западе, в Европе в том числе, прежде всего. Но после распада Союза мир так перевернулся, можно сказать, мир буквально перевернулся, и сейчас мы просто очень с трудом мы приходим в себя и как ищем друзей. Вот мир сейчас складывается совсем по-другому, но сейчас вот эта пандемия,
Она вообще, по-моему, еще все перевернула. Мы даже не знаем. Я просто сегодня рад, что вот девушка организовали с тобой встречу, и мы вот встречаемся. И мне кажется, что нам айтматовская судьба в Европе сейчас, вот ты мне как бы прояснил эту картину, айтматовская судьба сейчас складывается не лучшим образом в Европе, в Западной Европе, во всей Европе, потому что, как ты говоришь, сначала, вначале его принимали как за советского писателя, и к нему был очень большой интерес, потом за ним стояла, как я сказал, большая империя, понимаете, с бомбами, с танками, с культурой, литературой и так далее. Естественно, подконтрольные страны Восточной Европы. Все это был огромный потрясающий мир. А вот сейчас, когда мы ушли от Союза, Айтмат вроде бы русскоязычный писатель, но его сейчас воспринимают как кыргызского, тюркоязычного писателя, хотя его язык русский язык. И вот сейчас у него складывается не очень завидная судьба. И я подумал, что нам надо, здесь в Кыргызстане, нам надо сильно подумать, чтобы Айтматова вернуть Европе и как бы продвигать Айтматова в Европе. Это очень важно, потому что я не знаю, кого из Центральной Азии сейчас знает в Европе. Ну, я об Америке вообще не говорю. Ну, не будь сказано, как говорится, о политике, как бы это самое критичное, но современная Америка, я просто не узнаю эту Америку. С Трампом это вообще какой-то кошмар. Поэтому об Америке нам уже не приходится думать. Но вот Айтматова продвигать в Европе, мне кажется, очень большая задача не только для Академии, это очень большая задача для всех нас, для всех нас. И поэтому я думаю, что мы должны создать какой-то центр. Кстати, Ирма, ты где работаешь? Где ты сейчас живешь? Я уже пошла в отставку от газеты, и я правильно сделала, потому что теперь у меня есть время. Можно вам перезвонить? Перезвонить можно вам, девушка? Теперь у меня есть время за то, что меня интересует. Вы правы. К тому же, я думаю, если бы он был жив, дело было иначе. Если он мог выступать здесь. Потому что тогда вот происходило, когда он выступал перед читателями, на его смотрели как на пророка. Хотя вот публика в Германии, немцы сдержанные люди, говорят, они не так легко в такое состояние идти. А тогда, это удивительно, его спрашивали обо всем, как будто он заранее все знал. И это, по-моему, это не случайно. У него была такая аура. И он действительно был таким глобалистом. Он мог смотреть мир в целом. И это свойство, смотреть мир в целом, это такое важное свойство сегодня. Это то, что мы должны постигать. Все люди должны понимать, что есть мир в целом, что есть такая планета синяя, как голова ребенка. Да? И вот поэтому он такой современный автор. Мог быть современным для всего мира. И что теперь происходит?
вы правы, мы совсем не можем предвидеть, что будет с нами во время и после пандемии. Будет большой экономический кризис, и будут, безусловно, изменения какие-нибудь. Но какие? В какую сторону подвигается? Какие геополитические потрясения нас ожидают? Надеюсь, что не слишком. Теперь не видно еще. Есть разные прогнозы, здесь пишут об этом. Один думает так, другой думает так, что будет, то что будет. Но единственное, что мы точно знаем, что будет большой кризис. Да. К сожалению, это так. К сожалению, да. Так, я хочу теперь вот что. Да, слушай, так тут спрашивает, задает вопросы. Ирма, ты знаешь, тебе задают вопрос. Я вот на кыргызском языке некоторые из них прочту. Или... На русском языке они все... Да, может, ты скажешь? Гульзамал, ой, Гульзада, может, ты скажешь? Хорошо, я прочту. Давай, Первый вопрос от Таптагуловой. Спасибо, госпожа Гучки и Асмана Кунагай, за интересную беседу. Госпожа Гучки, расскажите, как воспринимает немецкая молодежь сейчас Айтматова? Молодежь. Да, молодежь. А как молодежь в Кыргызстане принимает Айтматова? Вопрос к вам. Знай, Ирма, я скажу вот что. Конечно, мы все время говорим об Айтматове, юбилей Айтматова, 90-летие было очень хорошо было отмечено, все это да. Но все-таки у меня складывается такое впечатление, что Айтматов не сильно производит впечатление на молодежь. Я рад был бы ошибаться, но я же преподаватель, я каждый день общаюсь со студентами. Они все-таки, их предпочтения немножко другие. Поэтому я не могу сказать, что Айтматов им любим так же, как и нам, например, людям, которые выросли в 70-е годы. Поэтому, мне кажется, с Айтматовым и с молодежью сейчас определенные проблемы. Мне так кажется. Ну, пусть другие поправят. Вот немецкая молодежь, это вот, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как они относятся к таким писателям, как Айтматов? Ну, в Кыргызстане Айтматов имеет большую общественную поддержку. Да. В Германии нет. В Германии молодые люди сами себе выбирают то, что хотят читать или не читают. И надо сказать, что экономическая система, в которой мы живем, не поддерживает чтение. Молодые люди заняты своими ежедневными проблемами. Они должны найти работу, и когда нашли, они должны работать. И даже женщины не знают, когда рожать детей, потому что они еще должны место работы, чтобы это было для них надежным. Это очень трудно. И к тому же вечером они так устали, что только могут смотреть то, что Айтматов презирал, разные такие серии по телевидению. Они устали. И моя дочка, она фармаколог, доктор фармацевтики, но она почти не читает, потому что она говорит, это я уже... Она все понимает, что происходит в мире, даже не читая газеты. Она не читает газеты, но все понимает. Если я спрашиваю ее, она может мне объяснять не хуже комментариев в газете. По телефону все видят, наверное, по телефону. Ну да, может быть, но у нее есть основа воспитания, наверное. Да, понимает, у нее есть мировоззрение основа. Но я думаю, что Айтматов
просто было бы для нее слишком требовательным. Вот в его произведениях ведь требования быть мужественным, быть, отстоять свою правду и так далее, быть честным. И часто вот герои от этого страдают, даже умирают. И такой взгляд на действительность уже не совпадает с ежедневным опытом молодых людей здесь. Но это все может меняться. Это все может меняться. Это мы не знаем, куда все это Ты идет. правильно говоришь, Ирма, ты правильно говоришь. Один раз, это когда распался Советский Союз, Чингис Турекулович мне говорит, Осман Акун говорит, ну, литература, но считай, что литература закончилась, вся эта эпоха уже закрылась, все, никому не нужна книга. Он мне так говорил. Но я был оптимистом, и сейчас я еще немножко оптимизма не есть. Я сказал, что нет, не может быть. Но сейчас такая переходная эпоха, потом все утрясется, все найдет свое место, придут люди в себя и начнут читать книги. Ну, как без книги, как без литературы, я говорю. Но будем надеяться, но он был очень большой пессимист в этом плане. Я думаю, все-таки, дорогие участники, дорогие друзья, Ирма, я считаю, что в истории человечества были похуже периодов, было похуже. Но все-таки люди возвращались к культуре, к музыке, к литературе. Мне кажется, что у нас мы должны быть в этом плане оптимистом, потому что если без Айтматова, без Гёте, без всей этой великой культуры, которая создана всем человечеством, она без этого невозможно жить. И мне кажется, что все-таки интерес к Айтматову возродится, когда-нибудь возродится, потому что вот эта пандемия всем нам напомнила, что очень много накопилось у нас на земле проблем и грехов, и прегрешений. Очень много чего накопилось, и мы должны одуматься. Мы должны вернуться к нравственным. Что-то Гучка не видно. Ирма, я тебя не вижу, теперь хорошо. И поэтому я думаю, что все-таки вернемся. Мне кажется, вернутся люди, молодежь все-таки, может, новое поколение вернется к этой высокой культуре. И я хотел бы вот такой на оптимистической такой ноте закончить наш разговор. Я хочу сказать, что, Ирма, тебе много вопросов. Еще вопрос вам. Один вопрос. Да, конечно. Еще тут вопросы, госпожа Гучке. Можно я прочту? Тут у нас... Сейчас Ирма хочет мне задать вопрос. Да. Ирма, слушаю тебя. Короткий вопрос. Будущее Иссык-Кульского форума, как вы оцениваете? Я думаю, что это очень важное такое собрание, хотя это тоже имеет свои проблемы. Я понимаю, трудно вот привлекать таких людей, как в бывшие времена Айтматов, но все-таки вы думаете, что этот план продолжать Иссык-Кульский форум, это осуществляется? Ирма, это очень большой вопрос. Я понял, что ты имеешь в виду. Дело в том, что Айтматовский форум, первый Иссык-Кульский форум, он отнюдь не был посвящен литературе. Это была такая форма, чтобы найти какие-то способы общения и сближения западного мира и восточного мира, скажем так, или двух блоков. Но это было другое время. Но важно то, что это Айтматовский Иссык-Кульский форум затрагивал не только вопросы культуры, она была такая глобальная, понимаете, форма общения. Поэтому мне кажется, что Иссык-Кульский форум примерно вот такой форме Иссык-Кульского форума открыт вот такой
центр в Германии при нашем посольстве финансировать. Ну, конечно, мы не богатая страна, но мы могли бы найти кое-какие деньги, чтобы это финансировать и организовать, продолжать Иссык-Кульский форум, где затрагивались вопросы, вот то, что сейчас волнует людей, от пандемии до потепления климата и так далее, экология. И, между прочим, Айтмат был одним из первых писателей, который говорил об экологии души и так далее. То есть он был действительно был величайшим человеком. Поэтому я думаю, что последний форум был не очень, мне кажется, неплохой был форум, но мы должны были обсуждать вопросы все-таки не литературы, а вот проблемы экологии. Ну, глобальные какие-то проблемы надо было обсуждать с привлечением специалистов, известных людей. Ну, у нас получился такой литературный форум получился. Я об этом очень сожалел. Но следующий, если бы вот этой пандемии не было, может, мы бы организовали наше правительство. Но пока таких сигналов нету. Поэтому я думаю, что это надо продолжать. А пока, Зада, пожалуйста, скажи, озвучь, пожалуйста, что хотят спрашивать Ирме, наши участники, пожалуйста, озвучивай. Хорошо, тут несколько вопросов. Первое. Госпожа Гучки, вы писали диссертацию по творчеству Айтматова. Мой первый вопрос. Как вы заинтересовались творчеством Чингиза Айтматова? Второй вопрос. Какую проблематику вы исследовали в произведении Айтматова? Если можно, коротко. Ну, вы, Осман и вы, Гульзада, вы знаете эту историю, да? Да, Как я, вот, знает, но есть еще некоторые, которые не знают. Хорошо. Я была студенткой в городе Йена. Нам задали читать Джамилю на русском языке. Я должна была читать это в библиотеке, потому что не хватало экземпляров. И прочитала, и уже сумерки, я вышла на улицу, и почти меня переехала машина. И я тогда вот стояла на тротуаре и думала, что со мной, почему голова моя такая, я хожу не по дороге, а как-то вверх, что случилось со мной, вот. И таким образом возродилось желание заниматься литературой и литературой Айтматова. Я хотела знать вот как раз, как действует это, как это действует литература и как действует Айтматов. Вот. И все, и потом я решилась идти на этот путь. Могла бы найти и другие пути в университете. Были разные такие предложения мне. И я решилась на литературоведение и написала вот дипломную о образе Гульцары и потом диссертацию на тему «Человек и природа». Творчество Айтматова. И была первая иностранка, которая поехала в Аиль-Шекер. Хотела смотреть это. Ну так. А теперь я уже в этом году хотела, но это уже мы должны были передвигаться на следующий год, вести читательскую экскурсию по следам Айтматова в Киргизстан. Это такой проект, это я уже сделала в прошлом году. 27 человек поехали со мной и были очень интересованными. И это я хочу повторять, но после пандемии, конечно. Очень хорошо. Следующий вопрос. Спасибо организаторам этого вебинара. Госпожа Гучки, расскажите свою позицию о пророческом романе «Тавра Кассандра». Тавра Кассандры. Да, Осман, я тебя хотела уже спрашивать об этом. Я хотела спрашивать, но я сначала скажу. Ты скажи, пожалуйста. Я сначала скажу. Тавра Кассандры действительно загадочный роман. Очень загадочный роман. Я хочу спрашивать тебя,
знаешь ли ты о личных таких, личном опыте, который влиял на этот роман? Я уверена, что должен быть какой-то толчок из личной жизни, который может быть еще тайной, но я думаю, я читаю, что есть такой толчок. По-моему, этот роман занимается надеждой, словом влиять на происшествия, и чтобы продвигать словом в сторону, в хорошую сторону, но не удается это. Это уже гибрис. Гибрис. Есть такое слово? Гибрис. Я не знаю. Гибрис. Это вот если человек думает, что может менять мир одним, Да. что он такой, а потом он должен смотреть, что это не получается, и что это всегда связано с какими-то жертвами. Даже слова нет. Слова. Это латинское слово. Если человек себя ставит выше Бога и думает, что может менять судьбу человечества, это теперь вообще играет, эта мысль играет большую роль. Это всегда теперь в одной такой серии телевидения играет эту самую ключевую роль, что люди хотят менять ход времени. Но вот как раз этот монах и потом его история. Роман вначале, мне говорил издатель Швейцарии, был в таком состоянии, что очень трудно было его издавать. Надо было многое переделывать. Они это делали в Швейцарии вместе с Хитцером. Но что они как раз переделывали, я не знаю. Ну, издатель мне говорил, что там была большая работа над романом, потому что невозможно было понимать. Ну что, может быть, первичный манускрипт был лучше, я не знаю. Кто знает. Это как раз этот роман, по-моему, возник во время кризиса. Я уверена, что там кризис. Терял он ребенка, что ли? Может быть. Не знаю. Что там произошло? Последний вопрос. Здравствуйте, участники вебинара. Госпожа Гучки, скажите, пожалуйста, вы знакомы с творчеством Айтматова? Вы ознакомились с жизнью кыргызов. В чем отличие айтматовских произведений с мировыми писателями? Спасибо. В чем отличие айтматовских произведений с мировыми писателями? С другими писателями? Другими писателями, да. Ну, отличие, конечно. Конечно, кыргызское происхождение. Это играет большую роль. Это же очень важно. Вот в его сознании, только в опыте, но и в подсознании еще живая, кочевая жизнь, которую мы на Западе тоже когда-то давным-давно знали, но уже совершенно забыли. Уже нет, у нас такой связи к этому нет, такой связи. Но есть такое. В подсознании есть еще что он может разбудить своими произведениями. Вот киргизская жизнь, киргизское наследие, устное наследие, по-моему, играют большую роль. Это особенность его. А еще много особенностей. Особенность, что он потерял отца и всякие влияния на него и русской классики. Но он таким образом он стал таким
таким редким писателем, который мог смотреть на весь мир. По-моему, никого другого нет сейчас, который мог смотреть на весь мир и понимать, что как раз весь мир является задачей нашей. В этом его уникальность. И эта уникальность никогда не теряет значения. Ирма, знаешь, о чем я подумал, когда ты говорила об Айтматове. Действительно, Айтмат был, может быть, редким, если не единственным, то очень редким писателем, который мысленно как бы поднялся высоко над небом и посмотрел на нашу планету. И я, знаешь, недавно я в живом прямом эфире видел, ой. Да. Сюрты в космос. Извиняюсь, пожалуйста. Да. Я видел в живом эфире, как вот этот SpaceX Илона Маска летит в космос. И сейчас, в данное время, я не знаю, но они долго это показывали, они показывают в прямом эфире нашу планету. Раньше я этого не видел. Но сейчас то и Марс мы можем посмотреть, что там Curiosity там снимает на поверхность Марса. Но самое интересное то, что вот это SpaceX кружит вокруг планеты Земля и показывает Землю, понимаете. И я вспомнил Айтматова, который сказал, что люди не рубите с плеча, есть такое выражение. То есть берегите Землю, берегите вот это чудо Вселенной, он говорил. И я удивился. Вот словами Филофея, монаха, он говорит, что это чудо, достойны мы ли этого чуда, или мы вот это чудо уничтожим. Поэтому Айтмат был писателем, который высоко поднялся над планетой, посмотрел на, как Ирма говорит, на эту красоту, на эту голубую планету, где жизнь, где цивилизация. Поэтому давайте еще раз скажем, поклонимся перед тенью великого писателя, нашего земляка, гражданина мира Чингиза Айтматова. Но что я извлек из этого вебинара? Дорогие друзья, я очень благодарю за то, что вы писали письма, спрашивали. Я извлек следующий вывод из нашего вебинара. Мне кажется, что сегодня Ирма сказала очень важную вещь, в то же время очень тревожную вещь, что в Европе Айтматова начинает забывать. Это очень жаль. Ну, мы живем в таком мире, что было вчера, сегодня уже нету. Но все-таки Айтматов относится к явлениям в культуре, которые считаются вечными. Я надеюсь, что Европа все-таки вспомнит Айтматова, но это так просто само по себе не получится. Мы должны работать. Я думаю, что все-таки идея открытия филиала или центра Иссык-Кульского, что-то вроде связанного с Айтматовым. А Айтмат ведь не только кыргызский писатель, он писатель всей Центральной Азии. Он голос Центральной Азии. Это голос всех бывших советских народов, понимаете, который и критиковал эту империю, но болел за нее. И когда она распалась, империя, он это очень сильно перенес, очень трагически перенес. И он, написав свой прощальный роман «Когда падают горы», спустя 6 месяцев после своего прощального романа, и он ушел от нас. Поэтому вот это, над этим мы должны дальше думать. Поэтому, Гульзада и Лира, вам большое спасибо. Ну, я еще раз хочу сказать, обнимаю тебя, Ирма, обнимаю тебя. Я передаю
попробую, я стараюсь передать все наше тепло, нашу признательность тебе. Германия была после России, после Турции. Турция Айтматова вообще он икона, как бы, понимаете, идол какой-то. Знаю. И Германия это была любимой страной Айтматова. Он очень много говорил о немцах. Я повторю еще раз, он сказал, что он говорит, что с Монахом вот русские, говорят, и немцы, они в чем-то, говорят, в чем похожи. А я подумал про себя, а зачем тогда они воевали, если они так похожи? Ну, так бывает в истории такие трагедии. Поэтому спасибо тебе, Ирма, за твое участие, за то, что ты делаешь для Айтматова. А то, что ты делаешь для Айтматова, ты делаешь для нас, для Кыргызстана. Мы тебя ждем. Еще у нас встреча впереди. Надеюсь, все это устаканится, все это уйдет. Надеюсь, мы все надеемся. И тогда нам удастся еще раз созвать, может быть, Сыкульский форум. Правда, я рядовой профессор, но мы можем как-то вот подсказать нашему правительству, чтобы организовали очередной Сыкульский форум. И какие-то вот такие вопросы обсуждать. Может быть, это организовать. Спасибо. Спасибо большое. Я надеюсь видеть вас еще раз. У меня еще вопросы к вам, к тебе, Осмон, извини. Вопросы есть еще. И я думаю, что мы можем продолжать наш разговор. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы нашли время и подарили нам эту прекрасную беседу сегодня. Спасибо вам большое. До встречи. До встречи. А это показывается в интернете, наш разговор? Элира, запись өчіріп қоя бер, уақытымыз бүтті. Да. Да.